В Сосногорске начались обсуждения народных инициатив, которые могут быть реализованы в городском поселении в рамках республиканского проекта «Народный бюджет» в 2023 году. Напомним, Сосногорский район участвует в нем с 2018-го. За это время на территории муниципалитета было реализовано 28 проектов. Скажу несколько слов об итогах реализации «Народный бюджет» в сфере культуры за последние годы. В 2018 году мы реализовали проект изготовления головных уборов и пошив костюмов для коллективов участников национального районного фестиваля «Сосногорье». В 2019 году отремонтирован концертный зал здания детской школы искусств Сосногорска. А в 2020 году, благодаря народному бюджету, было реализовано сразу два проекта. Обустроено ограждение территории городской детской школы искусств, а также дополнительно нам удалось включить в эту программу проект, реализовать его в сжатые сроки. Это проект по пошиву концертных костюмов для выступлений на фестивале «Сосногорье». В 2021 году проведен ремонт помещения под размещение Центра коми и национальных культур, а в 2022 в рамках народного проекта для центра будет приобретено еще и оборудование. Это мебель и оргтехника. Проект «Народный бюджет» реализуется по 12 направлениям. Первыми были представлены инициативы в 3 сферах – культура, этнокультурное развитие и доступная среда. Так, Межпоселенческий культурный центр предложил приобрести для ГДК «Горизонт» новые костюмы, а также отремонтировать фасад самого здания. После капитального ремонта за 6 лет вследствие попадания атмосферных осадков фасад здания получил значительные повреждения и находится в неудовлетворительном состоянии. А именно, наблюдается вздутие и многочисленные отслоения штукатурки. На выпавших и разрушенных участках имеются многочисленные плесневые образования. Если своевременно не произвести ремонтные работы, то фасад здания будет еще больше разрушаться. Поэтому и требуется срочный косметический ремонт фасада здания. 2 проекта поступили из села Устюхта. Местные жители предложили создать на базе местной библиотеки студию мультипликации, а также отремонтировать помещение краеведческого музея. На сегодняшний день краеведческий музей оказался в затруднительном положении и на данный момент располагается в одной комнате здания детского сада села Устюхта без ремонта и специального музейного оборудования и оснащения. Площадь фондохранилища также не соответствует современным требованиям по обеспечению сохранности музейных фондов с учетом особенностей хранения различных музейных коллекций. Для сохранения исторической памяти в сознании подрастающего поколения, способствования формированию у населения чувства сопричастности к истории района необходимо усовершенствование и модернизация музейных помещений для расширения и повышения качества муниципальных услуг в сфере культуры и туризма. В сфере этнокультурное развитие свой проект представил Сосногорский центр коми и национальных культур. Он получил название «Хранители этнографического наследия». Хотелось бы дополнить наши автономии сценическими образами, то есть национальными костюмами. Именно через костюмы, быт и традиции мы сохраняем культурное наследие, историю этнокультурного многообразия. Через прошлое мы развиваем будущее, наследуя и сохраняя любовь к родине. В рамках реализации проекта «Хранители этнографического наследия» планируется приобрести и пошить для национально-культурных автономий, действующих на базе центра, сценические костюмы в количестве 42 штук и головных уборов в количестве 35. В этом году новым направлением стала доступная среда. В его рамках было предложено приобрести оборудование для городской, детской и юношеской библиотеки для работы с читателями с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации народного проекта мы планируем приобрести комплекты книг «Сказкотерапия», электрифицированный световой стол «Песочница», двухстороннюю панель для игровых зон, настольный театр, игры, шашки тактильные, воздушный пластилин, специальные детские подушечки с гранулами для индивидуальных занятий, игровые наборы мягкой мебели, панель «Волшебное дерево».
В завершении обсуждения по каждому проекту были выбраны инициативные группы, а также определен размер денежного вклада и вид материально-технического участия населения. Ведь во многом от активности сосногорцев зависит, победит проект или нет. Благодаря народному бюджету в Сосногорске отремонтировали помещения Центра коми и национальных культур, где на данный момент проводят свою творческую деятельность 5 автономий. Также народный бюджет хорош тем, что в нем можно участвовать поэтапно. Первый этап – это был ремонт помещения. На втором этапе был подан проект для приобретения оборудования центра. И третий этап – также подан проект для пошива и приобретения национальных костюмов для автономии. Мы можем видеть, что проекты, народный бюджет работает для реализации хороших проектов. Стоит отметить, что собрание граждан – важный, но не последний этап. До 1 июня бюджетная комиссия должна рассмотреть и определить перечень одобренных народных проектов. Его направят в администрацию главы Республики Коми, где и определят победителей. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Виктория Гоголева ответила на вопросы горожан во время прямой линии, организованной Сосногорским филиалом общественной приемной главы Республики Коми. Жители 23-го дома в 6-м микрорайоне пожаловались на состояние площадки для сбора коммунальных отходов. Контейнеров не хватает, а территория часто завалена мусором. Как отметила Виктория Гоголева, решением вопроса отказывается заниматься управляющая организация. У нас сейчас ведется судебная работа, она немножко затянулась ввиду ковидные, были меры, суды уходили на ковидные больничные. Мы подали, несколько исков на управляющую компанию ЖК «Континент», домов 23, 6, 15 и 5 и Вита 16 дом. Также ТСЖ 17 общежитие уже закуплено стройматериалы и баки, но не могут их установить, ПАО Т+, проходит теплотрасса на парковке 22 дома. Они будут делать свою контейнерку. Работа ведется, я думаю, до лета сделаем. Но пока, повторюсь, ваша управляющая компания не предпринимает мер по организации сбора места ТКО. Пользуемся все этим муниципальным, которое также будет убрано, это место будет ликвидировано, потому что закон гласит, каждый дом, каждая контейнерная площадка своя. Жители дома 7А по улице Лесной напомнили о том, что до сих пор не решен вопрос с бродячей собакой, которая держит в страхе весь дом. Подрядчик к выполнению условий контракта приступил с начала года, отметила Виктория Гоголева. Как только животное будет поймано, оно будет доставлено в приемник, и ветеринар оценит, насколько оно опасно для людей. Это правда, что она пытается отловить. Ее работа, конечно, не складывается в отлове только этой собаки. Заявок много. Она отловщик на весь Сосногорский район. Работают они только по выходным, потому что у них есть основная, работа. Мы, конечно, ведем поиск 2, 3 и 4 подрядчика. Мы бы их наняли в любом количестве, лишь бы, отлавливались собаки быстрее. Отлов вчера был по Лесной 7А. Да, действительно, что не получается пока отловить по вашей собаке, по вашему двору собаку. Поступил вопрос и о состоянии городского кладбища, а именно какие планы у муниципалитета по его расширению. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается с земельным отделом Комитета по управлению имуществом, рассказала Виктория Гоголева. У них вариантов несколько. Какой точно участок будет утвержден, я не могу сказать. Гайдара кладбища нам пока хватит на 22-23 год. Я думаю, что к середине 22 года комитету будет что сказать по этому поводу. Будет прямая линия главы, либо отчет главы в июне. Я думаю, что Сергей Васильевич уже отчитается по этому вопросу. Всего за время прямой линии поступило более 10 обращений. По всем были даны подробные разъяснения. Часть вопросов включена в работу. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В связи со снятиями ограничений возобновляется работа узких специалистов нашей поликлиники, соответственно, возобновляется опять профилактическая работа
с несовершеннолетними на предмет употребления ими психоактивных веществ, в том числе и алкоголя. Со следующей недели у нас будут проводиться профилактические мероприятия на базе 5-й школы. Будут приглашены несовершеннолетние подростки. Будем тестировать на предмет употребления наркотических веществ с 9 по 11 классы. Также у нас организована работа с Воевожской школой. На их базе будем проводить тестирование. Ну и, соответственно, будет проводиться профилактическая работа в всех средних учреждениях города Сосногорска, включая техникумы, включая видеопоказы, беседы с фельдшером-наркологом. Ну и при наличии индивидуальных бесед будет приглашен врач-нарколог, либо данный несовершеннолетний подросток будет приглашен на прием. Повторюсь, у нас нет цели поставить ребенка на какой-либо из учетов. У нас в первую очередь должна работать первичная профилактика. Это раннее выявление несовершеннолетних употребления психоактивных веществ, это наркотики, и употребление алкоголя. Также ведется работа с табакокурением несовершеннолетних. На данный момент работа организована полностью. Мы также сотрудничаем с техникумами, всегда с ними на связи. На данный момент из профилактических либо диспансерных учетов несовершеннолетних у меня не числится ни по алкоголю, ни по наркотическим веществам. В первую очередь хотелось бы обратиться к родителям. Первое. Всегда наблюдайте за своим ребенком. С кем он проводит время, его успеваемость, компанию, которая его окружает, во сколько он возвращается домой. Если вы заметили изменения в поведении своего ребенка, стал более агрессивным, раздражительным, либо наоборот более замкнутым, вполне возможно, что стало появляться неадекватное поведение, стал отстраненным от родителей. В этом случае просьба побеседовать с ребенком, вполне возможно, что вы найдете причину. Если эта причина не будет найдена, просим обратиться для консультации к врачу, психиатру, наркологу. Естественно, данные беседы носят анонимный характер, без постановки какой-либо на учет. Также у нас работает медицинский психолог на базе детской поликлиники, который может посмотреть внимательно память, мышление, внимание, интеллектуальные особенности ребенка, ну и, соответственно, поведение, в том числе его отклонения.